Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Пишу письмо 30 августа. Здравствуй, милочка, дорогая моя Шурочка и красавец мой сын Герман. Здравствуйте, мамаша и все ваши детки. Милая на свете ты, милая Шурочка. Как ты живешь, Шура? Если у тебя деньги, то ты их не держи в сундуке. Покупай хлеба, а если чего кроме хлеба, то покупай. А деньги пропадут, Шурочка, дорогая. Как я об вас соскучился, хотя бы один раз посмотреть на вас, и тогда не обидно умирать. Дорогая, как я живу сейчас, не дай бог. Я нахожусь в Ленинградской области. Попал по старой специальности, командир конной тяги. От фронта находимся 18 километров. Были на передовой линии фронта, отступили мы. И здесь и нет никакого спокоя. Из немцы прут. Вовсю немецкие самолеты бомбят. Мы находимся в лесу. Спать холодно. Из минуты в минуту ждешь. Но на днях пойдем на переднюю линию фронта. Из наших пребываний очень много осталось убитых. Но, дорогая, наверное, навеки мы с вами разошлись. А может, ранят в руку или ногу, то лечиться приеду домой. Но, дорогая, не знай, получите вы его или нет, и это письмо, то сразу напишите письмо. Ну, дорогая, один раз посмотреть бы на вас и поцеловать. Тогда можно и помирать. Любите моего сына. Прощайте. Остаюсь, пока жив и здоров. Автор письма Чугунов Александр Васильевич пропал без вести в августе 1941 года. 22 июня, 79 лет назад, началась Великая Отечественная война, которая оставила свои шрамы практически в каждой семье. Сегодня мы отдаем дань памяти нашим предкам, отдавших свою жизнь за победу. Память о тех страшных днях, о ее битвах и подвигах – наш святой долг, наша ответственность и наша совесть.